Есть такие люди, которые своими поступками и действиями, желанием помочь другим людям заслуживают большого уважения среди тысячи людей. Одна из них – Лидия Гайсанова. Около 40 лет она занимается лечением ожогов различной степени сложности. Сегодняшний день должен войти в историю не только Ингушетии, но и России, потому как за всю историю народной медицины впервые было установлено 5 мировых и столько же российских рекордов по лечению ожогов первой, второй и третьей степени. Самое быстрое лечение глубокого химического ожога. Около года понадобилось Международному агентству регистрации рекордов «Интеррекорд», чтобы проверить данные, предоставленные Лидией Гайсановой. Из 7 представленных рекордов приняты и одобрены 5. Самое быстрое лечение второй и третьей степени ожогов от кипятка. Самое быстрое лечение глубокого химического и термического ожогов и другие. Действительно, это очень уникальный рекорд. И действительно, это впервые регистрируется именно по народной медицине. Практически год мы посвятили изучению этой темы, сверялись с тем, какие были сроки по излечению, и определились на том, что все-таки 5 рекордов мы приняли и регистрируем их сегодня. Алиму Дзортову был год, когда он случайно опрокинул на себя чайник с кипятком. Мама вспоминает, как сильно тогда перепугалась, увидев, что ноги Алима от кипятка словно расплавились. На полное исцеление без последствий родители тогда только могли надеяться. Мы попали в больницу, там, в больнице я услышала от женщин, что вот и есть такая Лиза в Майском, что лечит хорошо. После первой перевязки, честно, в больнице, я, конечно, сразу решила найти Лизу и поехать, потому что перевязка у нас прошла очень болезненно. Ужасно было на это смотреть. Мы поехали, нашли Лизу, и все, и Лиза нас вылечила. Ожоги второй и третьей степени 40% тела. Васамбек Пагоров получил в 2009 году в результате взрыва в РОВД Назрани. Его экстренно доставили в Ростов, но лечение не давало результатов. Тогда семья и узнала о целительнице Лидии Гайсановой. Благодаря ей в течение 3 месяцев Васамбек смог не просто встать на ноги, но и остаться без единого шрама. Кілька сатаж досадарса оздан шкисте, кілька хатини служ досадарса мышцы жарга пханаж оздан досадарса дахам дачаш. Лиза азы буквально со второй на третью перевязку аз уже кілька ханислоту дома мышцы жарга обраслабитеге пересадки теже дерек кожный раститарик из детазяна. Что я хочу по третьей перевязки со уже кілька ханисталар кисть ханисел лил дудал кілька лилож дарас сухан. Лурыж Ростове госпиталь, лурыж пересадки езяха кілька дерги без пересадки полностью нарастить цахшрам цахамцию полностью бат яга ерсы ерге хамчан баргумак шрам цахамцию полностью Лиза за дялка хетмцани бахан зложа лечение народное лечение. Не раз за помощью к Гайсановым обращался и Павел Боциев. С семьей он был знаком еще с 1985 года, когда возил своего сына с самой известной целительницей в регионе маме Лидии Зайди. Ее все ласково называли тетя Зоя. Ее дети пошли по стопам матери, Это вот, я от себя вот еще раз говорю, я себя обжег кипятком барзой на заводе, спрыгнул с бочки и дальше деваться некуда. Вот так пузо пухло, в сорочку зашла барза. Рука, голова, у меня там снимок есть в машине. И меня сразу привез тот же Алан, который тетя Зоя лечила, к нему привез. Дяде Шамшадину. Шамшадин меня задержал. Видите, ни одного шрама на меня нету. И на руке нету, и на животе нету. Они золотые люди, золотые, они бесценные. Секрет лечения ожогов в семье Гайсановых перешел от матери Зайды, а сегодня дети успешно продолжают ее дело. О них известно далеко за пределами Ингушетии. Как отмечает брат Лидии Шамсудин, самое главное в их работе – это здоровые пациенты. Это самое большое награждение есть.
Лидия знает несколько способов лечения ожогов разных видов. Аналогов ее методам в России и Европе нет. Ее изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, а именно созданию средств на базе растительного и животного сырья. И к сегодняшнему признанию, говорит Лидия, она шла все 40 лет. Скажу, что действительно приятно, хорошо, что о нас узнали. Это приоритет России в мировой медицине. Понимаете, я сама была в Италии, я знаю, как там лечат, во многих странах мира я побывала. Но сегодня то, что мы даем, говорить о наших методиках, я считаю, что они заслуживают внимания, потому что они практически безболезненны, наши перевязки. Они противовоспалительные, это противоотечные. Там много хороших компонентов. И вот букет, который мы собираем, у нас не одно лекарство, у нас их несколько патентов. Признание Лидии Гайсановой значимо не только для нее, но и для всего ингушского народа. Но останавливаться на достигнутом она не собирается. Лекарь намерена войти в книгу рекордов Гиннесса. Светлана Томова, Магомед Даскиев, Новости 24.